Вместо привычного номера информационные плакаты. Вместо кондуктора – наблюдатели и члены избирательной комиссии. В период пандемии условия для голосования появились даже в автобусах. Да, все хорошо. Температура измерена, перчатки и маска надеты. Теперь можно приступать. В свой участок на колесах сегодня днем пришла Зульфия Файрушина. Вышла из подъезда и сразу попала на голосование. Обратила внимание, что стоит автобус возле нашего дома, что не совсем обычно для нас. Оказалось, что это избирательный участок, никуда ходить не нужно. Проголосовала прямо здесь. Такие мобильные избирательные комиссии разъехались по дворам и начали работу с 8 утра. Этот автобус сегодня стоял на Сибгата Хакима. Свой выбор здесь сделала медсестра Римма Чанкина во время перерыва на обед. Увидела с балкона то, что стоит у меня, потому что окна выходят на эту сторону. Это очень удобно, конечно, потому что рядом раньше приходилось ходить мне в Олимп, проголосовала, сейчас пойду обратно на работу. Также на улицах развернули специальные шатры для голосования. Чтобы надолго не отрываться от ремонта дома, участок под открытым небом выбрал Эмиль Каримуллин. Вот такой вот одежде оторвался, нашел минутку и пришел. Нормы соблюдаются, значит, перчатки выдали, маски, все, ручка, пожалуйста. Пришел, свое конституционное право воспользовался. Прийти всей семьей по пути с работы или выйдя на прогулку. Всего по республике открылось более 400 таких уличных мест для голосования. Несмотря на то, что дачный сезон, там выезжают суббота-воскресенье, то есть у нас очень много идут. И пожилые идут, и молодежи. Молодежи тоже довольно много. Такое удобное, а главное безопасное голосование продлится еще один день. Рамиль Галиуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.